Спасибо большое, что ты согласилась дать интервью и в такой сказочной обстановке. Наверное, начну, так как у нас преддверие Нового года. Во-первых, с наступающим Новым С годом. наступающим Новым годом. Скажи, вот 2025 год, как он прошел? Все было замечательно. 2025 год для меня, для моей компании был в целом очень продуктивный. Мы очень хорошо расширились, продвинули свои услуги, которые у нас были. У меня случились очень важные семейные события. Да и в целом он был без испытаний. Мне было хорошо, замечательно. И еще поздравляю уже перед всеми зрителями. Поздравляю тебя со свадьбой. Очень рад, что зная тебя и твою семью, я знаю то, что этот брак был обдуманный. И, насколько я вижу, вы очень счастливы вместе. На самом деле, ну это же не вопрос получается. Это утверждение, это Да, абсолютно не вопрос. это утверждение. Я думаю, что да, это было взвешенное достаточно решение. Мы с мужем изначально были долгое время близкими друзьями. Он невероятный человек, он очень поддерживающий, заботливый, умный, добрый. Я могу восхвалять его просто бесконечно. Мы живем с ним в такой гармонии, что я просто искренне надеюсь, что каждая девушка и каждый мужчина найдет себе такого партнера по жизни, который будет такой опорой и поддержкой для него, как мой муж является для меня. Его очень люблю. Счастлива, что это событие произошло. И произошло в невероятно красивом месте. Тебе как, кстати, самому понравилось? Свадьба была просто фееричная. Когда мне пришло приглашение, это такой, в смысле в пещере? В пещере, говорю, в Ущелье. смысле в ущелье. Да. Это как? Что там происходит? Там же маленькое помещение, но оказалось, оказывается, можно из этого места сделать просто сказочно. Вот я реально будто попал в сказку. Все было так. Мы покажем кадры со свадьбы. Это было просто что-то невероятное. И из последних свадеб, где я был, это, наверное, самое запоминающееся была. Спасибо. Но и вообще не сомневался, что же будет что-то У меня подобное. не было выбора, я должна была Да. сделать сказочно. Если говорить о сказочности, да, Мгм. у тебя практически вся жизнь проходит как сказка. Ты стараешься сделать все вот сказочно, красиво, чтобы это было что-то вот воздушное. Откуда у тебя это берется? Как ты находишь настроение на вот это вот все? Дай мне подумать, пожалуйста. Ты знаешь, ты когда-нибудь слышал выражение «если ты любишь свою работу, то ты ни один день не работал в своей жизни»? Да. Ну, это, наверное, про меня. Мое призвание, мне очень повезло, нашло меня само. Я невероятный фанат своей работы. Я до глубины души, до дрожи люблю то, что я делаю. Каждая деталь моего костюма, каждая ниточка, каждая бусинка, каждая пуговка под моим четким контролем. Я никогда не отдыхаю. Никогда просто не умею этого, к сожалению, делать. Я хочу научиться. Я хочу быть как эти легкие воздушные девушки, которые, ой, я не знаю, Масик, почему облачко плачет. Я хочу, но я не могу. Я просто не такой человек. Я должна всегда добиваться своих целей. Я должна видеть, как радуются наши дети. Мне кажется, я создаю невероятную, я следую невероятной миссии. Я делаю так, что все дети нашей страны имеют благодаря моей компании сказочные воспоминания. То есть я продлеваю магию в их детстве. Мне кажется, это закладывает большую основу для будущего поколения в веру в волшебство. И для меня это очень сильно важно. Это моя такая внутренняя маленькая миссия. Поэтому я должна делать хорошо то, что я делаю. Так Я тебя знаю очень давно. вот. Мы с тобой чуть ли не со школы знакомы. Я был очень сильно удивлен, что ты пошла именно в бизнес, скажем так, развлечений детских. Да. Почему ты пошла не по стопам родителей, скажем Мгм. так, да, в музыку или в бизнес, имея в виду бизнес не развлекательный, Семейный, музыкальный. да. А почему ты пошла именно в сторону детского праздника, к аниматорам? Я сейчас попробую объяснить. Во-первых, да, я не могу нисколько уменьшить. Показать кружечку.
Я не могу нисколько уменьшить значение поющей семьи Шакая для своей страны. Это действительно невероятно талантливая семья. Мой дедушка, царствие ему небесное, Рауль Георгиевич Шакая, был великолепным певцом. Его дочь, моя мама, драгоценнейшая, просто Саида Шакая, была великолепная. Она сейчас является великолепной вокалисткой, она сейчас пишет тоже музыку. И, конечно, для меня было очень важно чувствовать себя частью семьи, поэтому я пошла и получила это образование. Это, по сути своей, никакой роли не сыграло на том, что я сейчас делаю, но немаловажный факт. Сейчас мы начали записывать игровые танцы для детей, и в них я использую свой вокал То непосредственно. есть у тебя, получается, оригинальные аудиодорожки для игр будут? Да, у нас оригинальные аудиодорожки. Наверное, дело в том, что я по натуре своей предприниматель. Я именно бизнесмен. Мне нравится руководить. Если я не руковожу процессом, я не могу в нем участвовать. Я должна все контролировать обязательно. Босс. Босс. Я так у всех записана в телефоне. Если что. А как ты совмещаешь работу и вот семейное? Потому вот ты сказала то, что ты ни секунды не отдыхаешь. У тебя получается вообще и на работе, и... Давай перефразирую. Давай. Как ты разделяешь работу и домашний быт? Ну, если ты спрашиваешь конкретно про Новый год и новогодние праздники, то никак. Я их не разделяю. У семейной жизни у меня в это время просто нету. Слава богу, что мой прекрасный муж, моя семья поддерживает меня во всем и старается, чтобы я не слетела с катушек. Потому что, когда мне звонят в новогодние праздники, перед новогодним праздником, в начале декабря, в конце ноября, и спрашивают, ты занята? Я начинаю смеяться в трубку истерическим смехом, потому что я вообще никогда не Вот свободна. если сейчас открыть чат, а Лаура, ты занята в понедельник? Дука, декабрь, я в принципе не свободна. Никогда. То есть, вот, да. Поэтому я столкнулся с этим лично. Это правда. Но в другое время моя работа никак не мешает моей личной жизни. У меня все прекрасно. Вот я за что ценю именно то, что ты владеешь бизнесом. Ты сам распределяешь свое время. Ты сам думаешь о том, сейчас для тебя в приоритете твоя семья или вот какие-то рабочие моменты очень важные, которые ты должен решить. Если бы я была плохим бизнесменом, я бы вообще просто вот так вот закинула бы руки, потому что мы крупнейшая фирма в стране. У нас и так огромная база костюмов, огромная база персонажей, шоу-программ. Я могла бы ничего не делать, уже просто спокойно, потому что мы по сути своей являемся как монополистами, можно сказать. У нас очень мало конкуренции, она до нас не дотягивает, и в ближайшие года, к сожалению, дотянуть пока не сможет по ресурсам, как минимум. Поэтому я могла бы ничего не делать, просто лечь, отдыхать, в потолок плевать. У меня просто не получается это делать. Я очень сильно, повторюсь, люблю свою работу и просто не могу дать себе возможность расслабиться. Никак. А с чего ты начинала? Сколько у тебя первые твои костюмы? И сколько их было? Сейчас я расскажу. Начинала с чего? Буквально с одной сумки цыганской, вот такой клетчатой, все же помнят, да? На улице перед одним магазином цветочным я подобрала декор, который они выбросили, цветы такие обычные для декорации. У меня было платьечко розовое, я пришила к ним эти цветы, взяла тапочки, покрасила их розовым цветом и пошла работать феей. У меня была программа, я очень люблю ее называть, 1001 игра с канатом. У меня были просто веревки. И я помню, что, пока это было все в моей комнате, там дедушка, бабушка ходили, что-то ворчали, что-то там разбрасываешь, свои эти костюмчики какие-то, что-то. Потом у меня в эту комнату начала приходить куча ведущих наших ребят, девочек, ребят. Мы собирались у меня, переодевались на заказы. Дедушка, естественно, ходил, ворчал вместе с бабушкой. Потом мы уже не поместились в моей комнатке. У нас уже была команда из 5 человек. Нам пришлось спуститься в подвал, потому что пространства у нас так и не было. Мы кое-как оборудовали подвал, и мы в этом подвале помогали соседям, старались им сумки поднимать, старались проезд не заграждать, как-то начинали с подвала. И там уже все, нам очень мешала плесень, нам было так тяжело, мы постоянно что-то следили за костюмами, а костюмы стоят невероятно дорого, это было очень тяжело. Каждый раз какой-то кусочек плесени, у меня всегда слезы, потому что вымывать это просто невозможно было. И вот сейчас мы все еще очень нуждаемся в помещении, если нас какие-то спонсоры прекрасные смотрят и хотят поддержать, то я очень сильно буду благодарна, конечно. Вот, мы сейчас снимаем помещение, тоже замечательное, но, конечно,
стремимся к тому, чтобы завладеть вот каким-то большим своим красивым офисом, где все костюмы будут висеть великолепно, красиво, идеально, и реквизит в том числе. Я уже забыла, к чему я вела. С чего ты Вот. начинала? С чего я начинала? С тапочек и сумки клетчатой. И с Да, выкинутыми и с цветами. выкинутыми цветочками, да, было очень тяжело. А, После. Вот ты сейчас сказала, что у тебя огромная команда. Да. Сколько у тебя человек вообще работает? У меня, знаешь, это фриланс, и поэтому есть какие-то, кто занят, есть какие-то свободные, в какие-то месяцы больше, в какие-то меньше. В Новый год я стараюсь подтягивать по возможности всех ребят, которые у меня за долгое время работали. В Новый год нам нужно 30-35 человек, не меньше точно. Угу. Это все подростки, насколько я знаю. Нет, они на самом деле не все подростки. У меня самым младшим ребятам 17-18 лет и далее, они все постарше. Кто самый старший? Самый старший, наверное, у меня моя администратор Ириночка прекрасная, вот ей около 35 лет, приблизительно, вот она самая старшая. Но я очень сейчас топлю за то, чтобы пригласить в свою команду высоковозрастных людей. Я мечтаю, чтобы у меня работал дедушка. Я прямо хочу такого взрослого дедуку, чтобы он играл новогодних персонажей и вообще был лицом моей компании. Это у меня сейчас идея фикс такая небольшая. Рекламирую. Если кто-то вдруг из старшего поколения хочет повеселиться на старость лет, пожалуйста. Мы очень ждем своего любименького дедуку будущего. Вот у тебя мероприятие, допустим, которое находится не в Сухуми. Угу. Как часто у тебя берут заказы за пределами города? Угу. И справляются ли твои ребята с этим? То есть я понимаю, когда в черте города ты быстро собрался, поехал, отыграл и вернулся. А тут там, если в Гагру, если в Гал закажут праздник, абсолютно спокойно справляются или как происходит это Вот всё? ты знаешь, почему? Если работа с другими городами для нас совершенно обычное дело. Нас и заказывали и за границу, в том числе тоже мы там тоже работали. Здесь мы регулярно работаем в Очинчире, Гале, Творчеле, Пицунда, Гудаута, Афон. Во всех городах, в Гагре мы почти как каждый день работаем. У нас есть штатные водители, люди, которые нас возят на мероприятия. И ты знаешь, что ты говоришь, вот позвонили, сказали, вот, а можно быстро, и мы резко собрались, приехали. Конечно, такой опцией мы тоже обладаем, так как мы действительно большая команда. Мы, если резко понадобилось мероприятие, мы сразу подорвались, выехали, поехали. В пределах разумного, конечно, мы все сделаем. Но мы стараемся наш народ приучать к тому, чтобы они заранее все-таки планировали свои мероприятия. Не так, как раньше у нас у нас сегодня день рождения уже начался час назад. Приезжайте, пожалуйста. Нет, мы уже говорим, что вот мы, к сожалению, это уже полностью забронированы. Бронируйте заранее, чтобы потом вот таких ситуаций не было. Поэтому, да, мы с легкостью справляемся с большой Были загрузкой. форс-мажоры? Жесткие. Сколько хочешь! Сколько Давай хочешь! самый яркий. Мама, сейчас дай подумать. Форс-мажор самый яркий. Мы начинали мероприятие не в том месте, не с теми людьми. Это как? Давно. То есть нам, допустим, заказчик обозначает там вот этот вот двор. Мы говорим, хорошо, мы приезжаем, люди нас встречают, как ни в чем не бывало. Все, мы в костюмах, нас 5 человек, мы все работают, музыку включили, костюмы, всех все устраивает. Звонит заказчица, вы где? Так мы у вас. Нет? Мы говорим, как нет? Она говорит, так, подождите, вот эта улица, вот эта адрес. Я говорю, да. Она говорит, да. Гагра же? Я говорю, нет, Сухум? Как Сухум? То есть у нас бывает, что называются садики одинаково, называются адреса какие-то, может быть, одинаково. И просто клиент почему-то решает не уточнять, в каком это городе должно было происходить. Это было раньше, сейчас, к счастью, уже таких ситуаций не происходит. Когда Как было, вы выкрутились в этой ситуации? мы просто сели на ближайшую Это машину. как было? Так, мы не в том адресе. Ребят, собираемся, уезжаем. Дети, пока, никто ничего не сказал. Просто быстро собрались, уехали, Просто сказали, будем сейчас ситуация. через Ты сидишь у себя во дворе, к тебе приходят аниматоры. И ты такой, так надо. У человека даже вопросов не возникло, типа, кто вы такие, Абсолютно. откуда? Ни у одного человека не возникло ни одного вопроса. Всех все устроило. Очень интересно. Даже у меня была такая ситуация однажды. Я приехала на мероприятие, это были первые года, как мы начинали работать, а работаем мы почти 10 лет на рынке.
Значит, на сухом приборе. Работаем мы, значит, на мероприятии, приезжаем, отводим программу. И вот все очень весело, опять-таки, все довольны, все хорошо. Ну, да, как бы не двор, а частное мероприятие, в частном пространстве. Работаем, все хорошо, ни у кого, опять повторюсь, никаких вопросов. Через полчаса приезжает другая команда аниматоров, которая уже не существует, но на тот момент она была. Они на нас смотрят, мы на них, они на нас. Я говорю, а что происходит? Они говорят, клиентка довольная, у нас еще аниматоры. Мы говорим, нет, подождите, что-то не то. И мы понимаем, что у них совершенно другие костюмы. Мы Человек-паук, там, допустим, и Леди Баг, они принц-принцесса. То есть они смотрят, говорят, почему ни у кого не возникло никакого вопроса, почему другие герои работают. Мамаша такая классная была. Нам все равно, какие герои. Главное, что детям весело. Бедные тем вынуждены были бы уже развернуться, уехать, потому что мы полчаса ведем опять не свое мероприятие. Ужас, ну да, чудо. А еще самое страшное было, просто ужасное было. Это до сих пор не могу забыть этот кошмар. Город Пицунда. Я нахожусь в Гагре, моя команда в Сухуми. Мне звонит моя аниматор, которая играла главную роль в огромном празднике под названием «День рождения в стиле Эльза. Холодное сердце». У меня на площадке олень, Олаф, Крестов, Анна. Мне звонит Эльза и говорит: я забыла костюм в Сухуми. И она уже на мероприятии. И паника началась, знаешь почему? Потому что на тот момент у нас было 12 заказов в день, и ни одного человека не было в офисе даже хотя бы, чтобы вытащить этот костюм и уже отправить его в сторону Пицунды. Так, к сожалению, мы испортили мероприятие прекрасной женщине. Я до сих пор спать из-за этого не могу. Эта ситуация вспоминается как одна из самых страшнейших вообще, которая у меня в фирме происходила за всю жизнь. Клянусь, сейчас заплачу, как я понервничала, бедная. Если вы нас смотрите, извините, пожалуйста, мне очень жаль. Еще раз прошу прощения. Вот, надо выпить чай. Вот очень много курьезных таких неприятных ситуаций. А бывало такое, то, что вот после ситуации ты такая: а пошло все, знаете куда? Никогда. И уехала отдыхать на неделю, чтобы никого не видеть. Было такое? Отдыхать это что значит? Ну вот чтобы просто не думать о работе. Не понимаю, как это слово странное. Я его как будто бы слышала, но значение я не понимаю. Какое отдыхать? Я тебе уже сказала, я не хотя отдыхаю. бы на 1-2 дня ты можешь Нет, себе позволить у меня уехать? такого... Нет, на 1-2 дня куда-то просто чуть-чуть обстановку поменять, Да, чтобы я немножко об этом, чтобы вот перенастроиться. отойти от... Да, это очень важно. Если бы я этого не делала, уже давно сошла с ума, честное слово. Я, конечно, с подружками особенно, мы так любим, это такое счастье для нас, вот просто взять и в Сочи сорваться на пару дней на какую-нибудь Красную Поляну, в море волк, косметика, вот мы это просто обожаем. Это для нас своего рода такая перезагрузочная терапия. Вот. Бывают твои работники, которые тебя раздражают? И, ладно, работники, люди. Какие люди тебя раздражают, и были ли у тебя супер раздражающие заказчики? Вот которых ты вот заказ прошел, ты заблокировать. Черный список. Да. Я вынуждена сказать, что да. Я периодически сталкиваюсь с... Давай без имен, без конкретики. Ради бога. Что они сделали, что попали в черный список? Господи, я бы никогда не поверила, что такие случаи бывают, если бы они не происходили с нами в реальности. У нас бывают жуткие ситуации, когда клиенты очень некрасиво разговаривают, когда они очень грубят ведущим, несмотря на то, что ведущие ничего плохого не делали. Они буквально ждали, чтобы у вашего ребенка был праздник, чтобы прийти и украсить торжество. Грубость, какие-то, знаешь, бывали случаи какой-то банальной неадекватности со стороны клиентов в виде каких-то вопросов по типу... Сейчас я подумаю, сейчас я скажу. По типу... А почему эта услуга платная? То есть, просто нам звонят, говорят, а почему Дед Мороз и Снегурочка приходят платно на дом? То есть, и меня очень сильно, не то чтобы раздражает, она меня беспокоит формулировка, что вам сложно просто приехать в костюмах. Вот за вот этим просто кроется огромный подтекст, что это полнейшее обесценивание нашей работы вот в давай целом. Вот смотри, ты сказала просто это обесценивание. Да. А у тебя супердорогие
костюмы. Очень. Они безумно красивые костюмы. Спасибо. Вот чтобы для зрителей тоже было понятно, почему это не просто приехать. Мгм. Сколько стоит твой костюм Деда Мороза? Минимальная стоимость одного костюма Дедушки Мороза у нас начинается от 45 тысяч рублей. То есть одного Ты костюма. тратишься на один костюм 45 тысяч, и это только Да, Дед Мороз, это еще только. не Снегурочка. Нет, Да, Снегурочка, я уверен, я еще про дороже. обувь еще ничего не говорю. Их. То Это есть очень ты важно. готовишься, ты тратишь на это деньги, ты на этом зарабатываешь, и люди просят тебя просто так приехать. Да, много раз такое было, что нас просто буквально спрашивали, а почему это так дорого? Ну, то есть это не... Я считаю, что наша услуга – это не первоначальной, не первой важности услуга. Ее могут позволить себе, к сожалению, не все. Хотя мы стараемся расширить ценовой сегмент от минимума до беспредела, конечно, в зависимости от возможностей человека. Но совсем за бесценок я не могу обесценивать свою работу. Это невероятный труд меня, команды. Это не то, что я пришла, постирала костюм, это не так работает. У меня костюмер, человек, который латает, следит за каждой деталью, чтобы костюмы были свежие, чистые. Мы их регулярно подшиваем, делаем какие-то для них меха, специальные выбираем красивые атрибуты. Ты говоришь, сколько стоит костюм, и я говорю, что шуба стоит там от 45 тысяч рублей. Никто не говорит про бороду дорогой. У нас не с Алиэкспресса дешевая за 150 рублей, она дорогая, очень красивая. Про обувь это вообще Ты же отдельная тема. покажешь мне это всё. Обязательно. Вот обувь это вообще на самом деле одна из самых важных деталей. У меня есть ред-флаги ведущих, которые мои ведущие никогда не делают. Это цветные или черные носки мы не носим, только белые носки. Это принципиально важная задача. Никаких резинок и посторонних украшений, которые не вписываются в образ. Никакой обуви, которая не подходит персонажу. И никакого отсутствия парика, если этого не требует образ. Это очень важно. А вот это, казалось бы, мелочи, но они самые дорогостоящие. И они создают максимальный антураж любому образу. Ты ответила. Вопросов больше нет. Слава богу. Я надеюсь, больше не будет заказов за просто так. Пожалуйста. Просто. Даже я чуть-чуть в шоке. Ты очень много мелочей подчеркнула, которые влияют на образ, Да. на антураж. Сложно ли за этим следить? То есть у тебя, по сути, 17, 18, 19 лет ребята, зная людей в этом возрасте, это в основном те, которые и так сойдет. У тебя такое бывало, и как ты за этим следишь? Вдруг это очень сложно на самом деле. Во-первых, это очень сложно держать все в голове. То есть они собираются, если я в этот момент нахожусь в офисе, а я часто нахожусь в офисе, я говорю, почему ремень не той стороной? Я говорю, там, например, или подожди, а что за обувь на тебе? Поменяй вот эту обувь, она не та. Да, действительно такое есть. Молодые люди, они чуть менее трепетно, конечно, относятся к образам, хотя я стараюсь всегда поддерживать у них вот этот вот здоровый интерес к тому, чтобы и они очень трепетно относились к тому, что они делают для детей, потому что это очень важно. Опять-таки, повторюсь, очень важная миссия у нас — создавать эту сказку. Мы не должны, я не позволяю им снимать парики или части костюмов на улице. Пока они не зашли в помещение, где уже нет детей, они не имеют такого права, им нельзя так делать. Но я не могу, к сожалению, каждое движение контролировать. Работа с людьми, в целом, это очень сложная работа. Ты постоянно находишься на нервах, ты постоянно находишься на вот этом вот перепутье, а могу ли я точно доверять вот этому человеку, а точно ли он сделает все, как я его заставляю, прошу. И да, это безумно сложно, несмотря на то, что костюмер, повторюсь, администратор, я, команда, и каждый должен друг за другом следить, все равно происходят такие моменты, когда теряется деталь. Вот, маленький пример приведу. Нас постоянно обкрадывали периодически. Когда мы были в подвале, все думали, у нас майнеры. Но у нас их не было на тот момент никогда вообще. И настолько были костюмы, к нам просто все время открывали дверь. Настолько, что я была вынуждена повесить у нас на двери плакат с текстом: «Уважаемые воры, пожалуйста, перестаньте нас грабить, у нас нет майнеров, мы аниматоры». Я прикрепила фотографии, чтобы они видели, что это детские костюмы, вы их продать не сможете, вам будет очень сложно. И клянусь богом, после этого нас перестали грабить. Вот вообще, больше к нам не заходили. Но когда грабили, приходили и забрали маску от Халка, от костюма Халка. Цена костюма Халка достигает 100 тысяч рублей.
Они забрали просто игрушку, то есть повеселиться, им все равно было на эту маску. А у нас слетели заказы. То есть мы просто не могли работать. Мы ждали эту маску, пока ее отольют, пока ее вышлют, пока ее отправят. Мы теряли мероприятие. Маска нам обошлась в 25 тысяч рублей. А это для них была просто игрушка. Уважаемый вор, который смотрит это видео, если вы с этой маской как-то, да, сейчас в отношениях находитесь, верните ее, пожалуйста, нам. Она нам пригодится. Спасибо большое. Почистите карму перед Новым годом или после Нового года. Мы тут переместились немного в твой офис. Да. Тут я вижу у тебя очень много и свечей, и шариков. Но при этом ты не позиционируешь этот офис как магазин. Нет, ни в коем случае. Это такой дочерний, побочный, так сказать, продукт моей компании, потому что раньше я хотела, конечно, ни в одном бизнесе нет такого, что ты во что-то вкладываешься всегда и всегда это выстреливает. Нет, к сожалению. Мне тоже была идея открыть магазин праздников. Я попробовала это сделать, поняла, какие есть ошибки, поняла, чего мне не хватает, и не полностью отказалась от этой идеи, а заморозила ее на некоторое время. Я займусь этим чуть позже в настоящих больших крупных масштабах. Сейчас, чтобы как бы не терять весь этот товар и продолжать его постепенно реализовывать, я делаю так. Нам звонят и говорят: здравствуйте, аниматоры. Мы говорим: аниматоры, да. Ведущие, да. Все, что хотите, да. А шарики? Мы говорим: и шарики, да. И даже свечки, да. Тут вот у тебя большой выбор. Ну да. Я вижу и фонтаны, и свечки с цифрами, и шарики с цифрами, Да, и и шарики формы с всевозможные. животными. Да, всё. То есть, в принципе, ты можешь предоставить весь спектр праздников. Нет, конечно, нет. Я не занимаюсь, например, пока что глобально декором. У нас есть фотозона, но в ограниченном достаточно количестве, потому что мне всегда вот говорили: а почему вот ты не занимаешься декораторством? Я говорю: вы что думаете, это надо одну палку с ветками взять и все, это будет декораторство? Нет, я говорю, это целый бизнес огромный, это очень сложно реализовать. Мы не делаем декор, но у нас есть огромная база людей, с кем мы сотрудничаем, и если к нам позвонят, мы также можем предоставить и фотозоны, и связать с кондитерами, то есть мы все это можем сделать по одному звонку к нам. Весь праздник может быть организован. Но это не обязательно должны именно мы взять и торт испечь. Мы просто можем хорошо их состыковать с нужными для клиентов людьми. Потому что маме очень сложно. Мама одна, праздник огромный. Да, этим позвони, аниматорам позвони, этим позвони, торту позвони, декору позвони, фотографу, видеографу. Зачем? Можно просто нам позвонить, мы им все это организуем без проблем. У нас огромные связи. Мы пришли, получается, в офис. Здесь не только вот все вот эти вот разные яркие штуки, но я вижу у тебя вот здесь вот наверху еще костюмы. Да, это часть наших костюмов. Да. Покажешь? Да, конечно, с удовольствием. Пойдем. Тут еще шарики разные, всякие фигурные. Ну, тут у тебя реально огромный выбор. И мишки. Это мишка или кто? Да, это нежный мишка. Кошечка. Кошечки. Не знаю, это что? Куколки Лол. Не разбираюсь в этих детских штуках. Но давай посмотрим еще Хотя там я у уже. его брата каждый день рождения провожу. Племянника. Брата? Племянника, у его племянника. Здесь вот такие яркие. Это лабубушечка. Не понимаю эти игрушки. Что у тебя там? Также огромное количество персонажей. Здесь и стандартные классические ведущие, без каких-то определенных костюмов. Типа, нет, это не русалочка, не кто-то. Это ведущие блогеры, ведущие какие-нибудь яркие, красивые, там, современные ведущие. Просто у нас сейчас пользуется популярностью огромное количество заказов с обычными вот голубыми джинсами, белыми футболками. Им нравятся такие ведущие. Но тут у нас большое количество классного реквизита крутого. Там какие-то умные гаджеты классные, которые современные, тоже очень дорогостоящее оборудование. Экраны, игры и также много всяких интерактивов. И квесты, кстати говоря, еще. Тут тесновато, давай сюда отойдем. И
сложно вообще вот в таких вот ростовых куклах работать? Ужасно тяжело. Это иногда так тяжело, что я Я даже... могу примерить? Это иногда так тяжело, что я даже... Конечно, ты можешь примерить. Это иногда настолько тяжело, что я даже не могу представить себе, Ну, давай, как какая ребята в них твоя самая работают. нелюбимая? Моя самая нелюбимая не здесь, она в другом офисе находится. Настя, ты хочешь примерить, пожалуйста? Давай вот с этой начнем. Вот это Нет, программа слушай, Leo единственное, IT. что я ничего не слышу. В Вот это еще легко и удобно, на самом деле. Это называется полуростовая. Давай попробуем ростовую. Давай, давай, сейчас я сделаю. А ну-ка. Перчатки мы часто. О, ходим. Джинни. Джинни. Во-первых, голова не влазит. А во-вторых, подбородок. Мгм. Как Да. в этом работать, я Очень не тяжело. понимаю Особенно абсолютно. в 35-градусную жару просто невыносимо, он насквозь промокает. Настолько это было тяжело, что мы вот так вот ведущих перед мероприятием полностью катили водой. То есть костюм Я был 10 полностью секунд в нем мокрый. не выдерживаю, как Да. твои ребята с этим работают, вообще не Часами. понимаю. И нас всегда спрашивают, а почему так дорого? Все равно. Ну, это душно и дышать почти Очень невозможно. тяжело физически, очень. А можешь показать, что у тебя на Новый год есть? Какие Деда Морозы и Снегурочки? Я повторюсь, это часть нашего склада, поэтому большинство костюмов лежат у нас в другом, еще во втором складе, в нашем бывшем складе. Здесь только часть костюмов, новогодние костюмы у нас все вот там находятся. Ага, Смотришь? давай. Итак, здесь часть костюмов. Наши вот новые Дедушки Морозы, кристальные, из вот такие вот мягкие. Часть, я говорю, здесь часть костюмов, потому что какая-то часть костюмов сейчас находится на реконструкции. Мы отправляем им перешивать меха, делать какие-то элементы декора. Например, вот этому костюму еще предстоит вот такие вот подделки. Нам надо будет полностью убрать вот эти элементы и полностью их заменить на новые сверкающие кристальные. Потому что во время работы они все обдираются, портятся, и такого быть не должно. Все эти костюмы должны быть новые и сверкающие, и прекрасные. Это, например, наша фишка для тех клиентов, которые звонят, эти сразу все я клеила вручную, нам звонят и говорят, а вот что-то есть, кроме Деда Мороза? Нам скучно просто Дед Мороз. Мы взяли потрясающего парня Мулата, и он у нас работает стиль Морозом. С Гринчесой вместе на пару. Это очень стильно, модно, молодежно выглядит. Кому надоел обычно классический Дед Мороз. Так, мы можем примерить какой-нибудь? Нужно, я считаю, это необходимо просто сделать. Какой ты мне порекомендуешь? Сейчас я подумаю. Давай вот этого красного, ну-ка, классического. Так. С твоими шикарными плечами. Сюда закину. А никто не слышал о твоем тайном прошлом, где ты выезжал, открывал? Так, об этом Об мы не этом будем нельзя, говорить. да, рассказывать? Ладно, О очень моем жаль. прошлом лучше не надо. Дед Мороз, он тоже. И выезжал на светящемся автомобиле на площадь Победы. Опа, ты роскошь. Мама, ну это такая фактура, просто идеально. Просто идеально. Дука, поменяй профессию обратно. Вернись, я все прощу. Конечно, для полного образа тебе не хватает бороды. Ну, мне кажется, и так шикарно. Посмотри, он на нем еле сходится. Ну, шикарно. Ой, лепота. Еле сходится, да? Так, давай теперь ты надевай. Не буду. Шубу одень хотя бы. Зачем? Зачем моя жизнь? Не хочу. Так, не давай люблю. я тебе выберу. Если я красный, давай вот этот вот синий. Это же Снегурочка? Или вот эта Снегурочка? Вот Снегурочка, ну это прям платье, я должна прям А, переодеться полностью. Есть шуба? Нету, у нас все платье, все приталенное, Так, все хорошо, красивое. тогда давай Деда Мороза, тебе тоже надевай. Давай, Зачем вот точнее, этот интерактив нам нужен? Давай. Опа. Уже главное в платье. Хочешь, я платье пойду надену? Нет, давай, чтобы это было экспромтом. Тюпсь. Опа. Какой ты креативчик, да, придумал? Ну как, заказали бы таких Деда Мороза себе? Такую Снегурочку очень дорого стоит заказать. Столько денег у вас нету. Он немножко Ну, подвисает. Я предлагаю нам с тобой сейчас поздравить зрителей прям
официально с наступающим Новым Как Дед годом? Мороз и Дед Мороз? Ну, пусть будет так. Ну, мне Кто нам кажется, мешает? мне кажется, это не очень Ну, правильно. Снегурочку мы на тебя сейчас надеть не можем. Почему? Или Ну, хочешь ладно. переоденем? Нет, не обязательно. Нет, я с удовольствием Так. так. Давай, сюда ближе становись. Уважаемые зрители, Уважаемый зритель, всех с наступающим Новым годом. мы же... Ж- Ой. Мы не репетировали. Да, ну давай еще раз. Уважаемые зрители, с наступающим Новым годом. Пусть все ваши мечты в этом году обязательно сбудутся. Планы на 26-й год. Есть у тебя что-то яркое в планах на 26-й год? И как ты думаешь, у тебя внутри вот Абхазии получится сделать что-то грандиозное? Я считаю, что я и так уже делаю много всего грандиозного. Например, с великолепной Хиблой Воспа сейчас планируем просто невероятно масштабное событие. Мы хотим пустить новогодний поезд с Дедом Морозом и Снегурочкой по всем городам, где есть вот эта вот станция железнодорожная. Там везде выйдут наши Дед Морозы и Снегурочки и подарят детям праздник. Это будет невероятно зрелищно. Я обязательно приглашаю вас тоже осветить это событие, посмотреть, прийти и насладиться. Это будет очень здорово. Что насчет планов на 2026 год? Знаешь, я достаточно верующий человек, и я хочу сказать, если вот хочешь рассмешить Бога, построй планы. Это невероятно, у Бога прекрасное чувство юмора, и каждый раз, когда я задаюсь целью какой-то, и я обращаюсь к Нему и говорю: пожалуйста, Всевышний, помоги мне, если эта цель правильная, грамотная, то тогда позволь мне ее достичь. Я вот так всегда делаю. Сейчас я, конечно, я мечтаю, я надеюсь и очень рассчитываю, что мы с моим прекрасным мужем можем купить землю для того, чтобы начать строительство своего собственного дома. Это вот наш план. И мы хотим немного попутешествовать. Это была самая большая мечта всей моей жизни — путешествовать. Но, к сожалению, чем старше я становлюсь, тем это сложнее делать. Я не знаю, почему на мой век пришлись самые сложные препятствия к путешествию, но, к сожалению, живем в такой реальности. Проблема — те места, куда надо визу получать, какие-нибудь Европы, какие-нибудь Америки, я бы очень хотела, мечтала бы посетить. И если, я надеюсь, что, опять-таки, если Всевышний мне даст такую возможность, то мы обязательно посетим эти страны. Я очень хочу попробовать, да. Надеюсь, да. Да. У тебя бывают благотворительные вечера, либо праздники для детей, которые там с командой устраиваете, или, может, там в коллаборации с кем-нибудь? Регулярно. Мы очень часто сотрудничаем с фондом Ашана. И, кстати, сейчас фонд Ашана содействует в том, чтобы у нас вся эта история с поездом тоже произошла. С фондом «Доброе дело» также мы сотрудничаем периодически. Это всегда очень сложно для нас, потому что, как правило, у них из подопечных дети с ограниченными возможностями. И для моей команды это настоящее психологическое испытание. Конечно, мы очень, очень их любим, как и других детей.
Каждый раз очень разрывается сердце, когда мы видим, с какими горящими глазами они смотрят на наших волшебных героев. И, и с удовольствием всегда их поддерживаем. Там, где действительно можем это сделать, мы всегда рады. Да. И напоследок такой вопрос, он более общий. Что для тебя настоящий праздник? Какой интересный вопрос. Никогда о таком даже не задумывалась, если честно. Первое, что пришло мне в голову, настоящий праздник, это, конечно же, круг семьи. Это банально, конечно, но это действительно так. В кругу семьи моей большой, прекрасной, с много вкусной еды. И так, чтобы у нас было свободное время, и в этот момент вообще не было мысли о работе, только были мысли о том, как с ними хорошо время проводить. Я очень люблю свою семью. Еще раз, с наступающим Новым годом. С наступающим Новым годом! И, как я всем своим гостям уже говорил, я желаю только светлого будущего, чтобы все задуманное обязательно случилось, и ты шла только вперед и с высоко поднятой головой. Я всем друзьям желаю того же.